Майырбек Мажиев 3 года назад увлекся классической музыкой. Узнав о первом наборе в детский симфонический оркестр, он решил попробовать свои силы и реализовать давнюю мечту – оказаться на сцене. Любовь к скрипке у меня возникла в 2007 году. Мне тогда друг моего отца подарил скрипку. Я сегодня исполнил концерт си минор, написали известный тоже композитор Ридинг. Решением Рамзана Кадырова еще 4 года назад был создан симфонический оркестр. С тех пор музыканты успели завоевать уважение и симпатию любителей классической музыки. Теперь перед Валерием Хлебниковым поставлена задача найти талантливых ребят и создать детский коллектив, первый в истории республики. Конечно, эта задача очень сложная, как я уже сказал, но выполнимая. И выполнимая она только общими усилиями. Недостаточно здесь наших усилий преподавательских. Нам нужна помощь как директоров школ, как самих детей и, как это не покажется странным, но родителей детей, которые будут участниками этого оркестра. Вначале ребятам показали, как профессионально играть на скрипке, альте, контрабасе, флейте и других инструментах. За первым прослушиванием следит и министр культуры Хошбау Дедаев. Одному из претендентов, Хамзату Исмаилову, он подарил дечик пондар с просьбой, чтобы юноша и дальше усердно трудился над саморазвитием. Однако это всего лишь начало. Для создания детского симфонического оркестра понадобится еще не одно прослушивание. Главой Чеченской Республики была поставлена задача, чтобы состав нашего симфонического оркестра в составе было больше представителей чеченской национальности, жителей Чеченской Республики. И попутно родилась идея, было его поручение, чтобы был создан Чеченский симфонический оркестр детский. Сюда будут приглашены одаренные дети из всех 64 музыкальных школ Чечни. Ну а тех, кто прошел сегодняшний отбор, ждет домашний.